14 февраля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,41 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,13 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,41-54 до 10,42 сомони. 1 евро от 11,13-82 до 11,30 сомони. 1 российский рубль от 0,1410 до 0,1440 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются в пределах 1% после новостей о том, что США планируют выпуск нефти из стратегического резерва. Цена на нефть марки Brent составила $86,01 за баррель, в марке ВТИ $79,27 за баррель. Цена на золото поднимается во вторник утром и составляет $1868,6 за тройскую унцию. Удешевление доллара поддерживает котировки драгоценного металла перед выходом статистики по инфляции в США за январь. По итогам 2022 года Таджикистан уменьшил экспорт промышленной продукции, а вывоз сельхозпродукции, наоборот, сильно увеличил. Об этом было сказано на пресс-конференции агентства экспорта страны сегодня, 14 февраля. В 2022 году Таджикистан импортировал промышленную продукцию на сумму $2 миллиарда 88 миллионов, что меньше на 1,2%, чем за предыдущий год. По словам директора агентства Бахридина Сираджидинзода, основную долю экспорта промпродукции составили руды и концентраты 34,1%, драгметаллы и камни 24,7%, хлопковое волокно 9,1%. Первичный алюминий 7,1%, электроэнергия 4,9% и тюрьма 4,8%. Ведомство назвало 2 вида продукции, которые принесли больше прибыли в экспорте руд. Это концентраты меди $203 миллиона и цинка $143 миллиона. По мнению Сираджидинзода, в 2023 году ожидается рост объема экспорта промышленной продукции. В настоящее время в Таджикистане ведутся поиски рынка для экспорта соли в больших объемах, строительства нескольких предприятий по переработке и упаковке сельхозпродукции. Сегодня Таджикистан поставляет за рубеж более 500 наименований продукции в более чем 50 стран мира. Вместе с тем на 48% увеличился экспорт сельхозпродукции по сравнению с 2021 годом. Общая сумма экспорта аграрной продукции составила более $54 миллионов. Это всего 2,5% от общего объема всего экспорта. Сираджидинзода также отметила, что в 2023 году очень сильно возросла потребность в таджикской сельхозпродукции. Россия и Казахстан просят Таджикистан отправить очень большие партии овощей и фруктов, поэтому агентство экспорта просит сельхозкорпораций и фермерских хозяйств увеличить производство востребованной за рубежом продукции. По его словам, очень большие по объему запросы на поставку лука, томатов, капусты, свежих и сушеных фруктов. ОАО «Распределительные электрические сети» обнародовала сумму задолженности по неоплаченной электроэнергии, которую образовал за время деятельности данной компании после реструктуризации ОАО «Кабарки Тоджик». Представители этой компании в понедельник, 13 февраля, на пресс-конференции сообщили, что общий объем долга за 2 года составил 534 миллионов сомони. Было отмечено, что некоторые предприятия страны систематически не платят за электричество своевременно и в полном объеме. К таким предприятиям в первую очередь относится Таджикская алюминиевая компания, которая за последние 2 года не оплатила счет за электроэнергию на сумму более 97,6 миллионов сомони. Задолженность алюминиевого гиганта за свет с учетом прошлых лет достигла 487 миллионов сомони. Также крупным должникам относится агентство по мелиорации и ирригации при правительстве страны, которое за 2 года не оплатило электричество на сумму 172 миллиона сомони. Выросли за время работы новой компании также задолженности населения на 139 миллионов сомони, и таким образом долги бытовых потребителей приблизились к 1,5 миллиардам сомони. Совокупная задолженность всех потребителей за все годы составляет уже почти 3,7 миллиарда сомони.
Глава Барки Тоджик Махмад Умар Асасуда на пресс-конференции сказал, что созданные на базе энергохолдинга компании начинали свою работу без каких-либо задолженностей. Он отметил, что всеми долгами, образовавшимися до 2021 года, будет заниматься Барки Тоджик. Между тем он не стал раскрывать данные по кредиторской задолженности. Таджикистан в прошлом году экспортировал в соседние страны электроэнергии на сумму $106 миллионов. Об этом сообщил глава агентства по статистике при президенте Таджикистана Джамшед Нурмухаммадзода на пресс-конференции 14 февраля. Джамшед Нурмухаммадзода сообщил, что в прошлом году Афганистану было продано 1,7 миллиардов киловатт-часов и Узбекистану 1,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. По его словам, Таджикистан в прошлом году осуществил поставки электроэнергии в небольших объемах в другие страны, однако в какие он не сказал. Ранее на пресс-конференции главы Минэнерго Далира Джумы и председателя ОАО Барки Тоджик Махмад Умара Асасоды журналистам не удалось получить данные по экспорту электроэнергии в Афганистан, а также о задолженности афганской электроэнергетической компании «The Afghanistan Breshney Shirkat» перед таджикской компанией. В прежние годы компания Барки Тоджик открыто предоставляла подобную статистику.